В своем докладе министр образования и науки Республики Юсуп Кастоев доложил, что русский язык сдавали 290 человек. Из этого числа только 14 получили от 81 до 100 баллов. Это на 9 человек больше, чем в 2016 году. Средний балл по республике составил 39. В 2016 было 30 баллов. По математике положительный результат получили 20 участников ГИА, что составило 22% от общего числа сдававших экзамен. Для проведения ЕГЭ в досрочном этапе Республики Ингушетия в 2017 году были определены 3 пункта проведения экзамена. При этом во всех пунктах для проведения ЕГЭ была применена технология печати КИМ в аудиториях и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид. Это впервые в нашей республике делается, и на период основного этапа ЕГЭ эта технология будет применена в 6 пунктах. В целях объективного и качественного проведения ЕГЭ во всех пунктах было организовано 100% видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Пункты проведения экзаменов также были оснащены стационарными и ручными металлоискателями. Охрану правопорядка обеспечивали сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов были привлечены 13 членов Государственной экзаменационной комиссии, 4 руководителя ПП, пункта приема экзамена, 150 организаторов в и вне аудиторий, 6 технических специалистов, 6 медицинских работников, 40 общественных наблюдателей, из них 5 федеральных и 35 региональных общественных наблюдателей. В Министерстве образования и науки был развернут ситуационный центр, в котором в ежедневном режиме работали куратор и 6 онлайн-наблюдателей. При этом родители участников ЕГЭ могли свободно прийти и наблюдать за ходом ЕГЭ. По мнению главы региона, одна из причин слабой подготовленности учащихся к экзаменам – это незаинтересованность преподавателей. Юнусбек Евкуров поручил министру провести анализ итогов ГИА и обосновать причины низких результатов. Дети учатся прилежно, а сами вопросы ЕГЭ они неподъемные. Или же эти пятерки, они нарисованные, то есть нереальные оценки. И вопрос, когда вы делаете это все, проверяете, смотрите, ежегодно у нас нет никакого разбора. Например, мы в общем цифры говорим. Я же вам эту задачу поставил и прошу это очень некоснительно соблюдать и вам. Эти примеры задачу поставить. И кто у меня занимается с помощью советников. Что эти 390 или 400 или 700 или 900, это не просто там виртуальные цифры, это люди конкретные. Эти люди распределены по муниципальным образованиям раз, где есть ответственность за образование, начальник управления образованием. Это одна тема. Эти люди распределены по школам, лицеям, гимназиям два, где опять же есть ответственность за обучение детей, конкретно учитель, директор, классный руководитель, целая цепочка руководителей, которые должны отвечать за обучение или не обучение детей. Вот здесь у нас получается, после каждой сдачи ЕГЭ, почему-то вот эта категория остается в стороне, совершенно не отвечая. Вот теперь посмотрите по итогам, почему вот так же директоров собрать и задать вопросы, почему у вас ваши дети хуже всех сдали единый государственный экзамен. Значит, есть 5 причин, 6 причин, 10 причин. Основная причина – это рисуют оценки. И здесь опять же поднять успеваемость этого ребенка до сдачи ЕГЭ, посмотреть. И посмотрите, как ЕГЭ дал. Оно же видно, как 2 × 2. Если хотите перепроверить, тут же, это же недолго, полчаса, максимум час. Для специалистов, 2-3 учителей, которые тут же при вашем участии позвали одного выбора ребенку, задали ему 5-6 наводящих вопросов. Сразу видно, он отличник или хорошист, или троечник, или двоечник. Так же, нет? Же видно сразу. Вы этого не делаете. Поэтому нет присутствия страха у педагогов, у директоров за персональную ответственность за детей, которые должны сдавать. А если его нету, то значит нету грамотной, хорошей дополнительной подготовки к сдаче единого государственного экзамена. Вы это запишите сейчас, набросайте тезисно и займитесь этим вопросом очень серьезно. Руководитель субъекта подчеркнул, что управление образования несет личную ответственность за каждого учащегося, который получил неудовлетворительную оценку. Общественники села также должны проводить постоянный мониторинг и анализ итогов экзамена. Вы сейчас все ЕГЭ сдадите, у них есть какая-то мера ответственности?
Я же тоже хочу, чтобы они не спали, чтобы они беспокоились, чтобы они бегали, чтобы они занимались. У вас не выстроена вот эта система, которая должна жестко требовать с этих людей. Присаживайтесь. Почему? Потому что у них у каждого по своему функционалу есть требования. Они их не соблюдают. Включая в том числе глав муниципальных образований и сельских поселений, которые должны, независимо в чем они подчинения, территориально и оперативно, школы находятся на их территории, тоже должны со своими общественниками проверять. С завтрашнего дня самое жесткое внимание пропускного режима в школах. Все это безопасно всем взять, с учетом событий, то, что произошло в Дагестане. В конце встречи Юнусбек Евкуров поручил правительству республики и всем ответственным лицам максимально серьезно отнестись к основному этапу ЕГЭ, который начнется в конце мая. Халида Бриева, Муслим Ганиев, Новости 24.